Вчерашний вердикт Конституционного суда стал для всех нас моментом истины. И мы должны честно признать, изменение или пересмотр положений нашего базового закона об особом правовом статусе Гагаузии через судебные вердикты, а не через конструктивный диалог в стенах парламента, где этот закон принимался, на самом деле это худший сценарий для государственной политики в отношении нашей единственной автономии в унитарном государстве Республика Молдова. Если говорить с научной точки зрения, то это провал государственной политики в отношении автономии. Однако дипломатия требует прежде всего искренности перед самими собой. Мы обязаны признать и собственные ошибки. Мы подошли к этому судьбоносному дню вчера без официального утвержденного юридического счета нашего проекта компромиссных предложений, которые могли бы снять многие претензии Кишинева еще до судебного разбирательства. И я благодарю тех коллег, которые непосредственно участвовали в разработке компромиссного документа. Но, к сожалению, наши внутренние политические амбиции оставили автономию фактически беззащитной с правовой точки зрения. 3 года митингов, взаимных обвинений и враждебной риторики не принесли жителям Гагаузии ничего, кроме потерь. Это утерянные полномочия, это политическая изоляция и отток инвестиций. Неразумными решениями мы подставили тысячи наших жителей под штрафы, фактически разрушили ЦИК Гагаузии и полностью заблокировали диалог с Кишиневым. Когда власть думает только о самосохранении, забывает о своем главном источнике – народе, она теряет свой истинный смысл. Право граждан на законные и признанные выборы и стабильную жизнь должны стоять выше наших амбиций. Единственный путь, по моему мнению, сохранению субъектности Гагаузии сегодня – это немедленное возвращение к столу переговоров. У нас есть легитимный, признанный международными партнерами инструмент – это межпарламентская рабочая группа. И именно через этот формат мы обязаны добиваться консенсуса по правовому регулированию и проведению будущих выборов. Потому что решение Конституционного суда, по сути, сделало выборы депутатов Народного собрания не односторонним процессом. Сейчас ни Камрад сам по себе, ни Кишинев не может провести эти выборы. Мы в любом случае через консенсус должны вместе разработать этот механизм. Решение Конституционного суда окончательное и бесповоротное, и его следует принять как юридический факт, извлечь из него горькие уроки и идти дальше. Поэтому, уважаемые коллеги, я предлагаю нам отбросить эмоции, проявлять политическую зрелость и объединиться вокруг профессионального и юридического выверенного диалога ради будущего Гагаузии.